Главные события уходящего понедельника, 8 сентября, в материале наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Отношения с Китаем, украинский кризис, развитие Дальнего Востока и Арктики. Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВФ, подведя итоги десятилетней работы форума. Свои итоги, но уже этого года на ВФ подвела и Якутия. 27 соглашений на общую сумму более 106 миллиардов рублей. Расскажем подробности. Отопительный сезон официально стартовал в Якутске. Городская ТЭЦ приступила к плановому подключению потребителей. В Ленском районе отметили профессиональный праздник тружеников нефтяной и газовой промышленности. Программа торжества была насыщенной, что приготовили нефтяникам. «Мозг. Традиция. Мечта». Так называется новый документальный фильм, героями которого стали якутяне. Президент России Владимир Путин до конца этого года выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, до конца года будут и другие традиционные крупные мероприятия у президента, в том числе прямая линия. Предыдущее послание было оглашено в феврале прошлого года. Оно было 29-м в новейшей истории страны и 19-м для Путина в качестве главы государства. В таких выступлениях президент традиционно излагает свою оценку ситуации и обозначает задачи на перспективу. Осталось тем временем ровно неделя до единого дня голосования, 14 сентября. В этот день в республике состоится голосование по 218 избирательным кампаниям. Работают на выборах 293 участковых избирательных комиссий по всей республике. В эти дни члены УИК информируют избирателей и предоставляют им возможность проверить свои данные в списке. Уже с 3 сентября проводят досрочное голосование в помещениях УИК, ну а с 4 принимают обращения от избирателей на голосование дома. Готовят избирательные бюллетени, ставят печати и подписи, оформляют помещения для голосования. Да, как молодец. Глава Якутии Айсен Николаев на пленарном совещании с руководством правительства и администрации республики подвел итоги участия делегации региона в Восточном экономическом форуме. Он отметил, что ВЭФ-2025 стал продуктивной площадкой для заключения новых соглашений и укрепления позиции Якутии в качестве одного из лидеров социально-экономического развития Дальнего Востока. По итогам форума республика подписала 27 соглашений на общую сумму более 106 миллиардов рублей. При этом совокупный инвестпортфель составил около 641 миллиарда рублей. В числе ключевых итогов глава региона выделил соглашение с компанией «Октогрупп» по привлечению инвестиций и развитию экономики Якутии, реализации совместных программ в сфере социальной поддержки, образования, здравоохранения и экологии. Ну а мы тем временем продолжаем освещать события прошедшего Восточного экономического форума. Одно из главных и традиционных событий деловой программы – пленарное заседание. Далеко не секрет, что развитие Дальнего Востока и Арктики было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век. Однако не единственный вопрос, обсуждавшийся на встрече с представителями дружественных государств. Главные тезисы расскажет моя коллега Надежда Саханская. Восточный экономический отмечает свое первое десятилетие с размахом. Российский бизнес представляет новые разработки, а регионы ярко конкурируют за инвестиции. Однако в этой конкуренции нет победителей и проигравших. За 3 дня на острове Русский заключили соглашений на общую сумму в 6 триллионов рублей. Главное экономическое событие года – что-то вроде витрины макрорегиона, а заодно успешная модель развития для всей страны. В ходе пленарного заседания прозвучали выступления представителей стран АТР, бизнесменов и экспертного сообщества. Участники отметили растущий интерес к Дальнему Востоку, важность укрепления партнерских связей, необходимость развития инфраструктуры и перспективные инвестиционные проекты. Благодаря всем этим решениям Дальний Восток смог показать более быстрые темпы развития за эти 10 лет, чем страна в среднем. Темп прироста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке более чем в 2 раза превысил среднероссийский. Строительство жилья выросло в 2 раза, добыча полезных ископаемых в 3 раза. Самое главное, как показал 2024 год, на Дальний Восток поехали люди. Впервые за современную историю миграционный приток составил 24 тысячи человек, и на протяжении 10 лет был положительный миграционный приток в категории 20-24 года. То есть Дальний Восток выбирают молодые.
Будущее за молодежью. С ключевым докладом на пленарном заседании выступил глава государства Владимир Путин. Он предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичку, а также сделать ее доступной для всех многодетных семей, вне зависимости от возраста родителей. Но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков, конечно, при этом нужно будет учесть и на годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему. От 2% денег на жилье не откажется, наверное, никто. Такая программа – живое доказательство выражению «вода камень точит». Точно так же постепенно и понемногу появляются новые категории получателей льгот к уже существующим. Еще одним из волнующих вопросов пленарного заседания стала международная повестка, а именно безвизовый режим между Россией и Китаем. Союз дракона и медведя. Так в СМИ окрестили это явление. Да, лидеры двух держав встречались уже не раз и сближали интересы не один год. Но именно сейчас этот союз обретает особый смысл. Это, безусловно, будет способствовать сближению двух стран. Ну и, разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы и сделаем то же самое. Все это свидетельство больших геополитических сдвигов, которые происходят прямо на наших глазах, где украинский конфликт лишь одна из проблемных точек. Насколько готовы лидеры государств способствовать миру в Восточной Европе, у российского лидера есть ответы на этот вопрос. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. Восточный экономический форум должен был стать главным маркером изменений, и действительно им стал. За первое десятилетие форума были подняты самые насущные вопросы, касающиеся жизни миллионов наших соотечественников. Впрочем, на предстоящее десятилетие загадывать пока рановато, но одно известно точно – мир будет многополярным. Именно таким заявлением завершилась пленарная дискуссия ВЭФ. Надежда Саханская, Владивосток. Власти Якутии рассчитывают на ввод жилья в этом году в объемах не меньших по сравнению с 2024 годом, когда был установлен рекорд за всю историю республики и обеспечен ввод 750 тысяч квадратных метров жилья. Строители смогли побить рекорд 1990-го, когда было введено 744 тысячи квадратных метров. В прошлом году был обеспечен ввод в эксплуатацию 61 социального объекта: образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и культуры. Ну а в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год плановое значение ввода жилья для всей республики установлено в объеме 690 тысяч квадратных метров. Как написать проект, претендующий на грантовую поддержку? Какие ошибки часто допускают претенденты? На эти и многие другие вопросы ответили приглашенные спикеры на семинаре «Территория возможностей», организованного Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Подробности у Вероники Таюрской. В течение 2 дней федеральные эксперты Росмолодежи и Фонда президентских грантов делятся секретами успешного написания проектов для дальнейшей подачи заявки на грантовые конкурсы. Спикер агентства по делам молодежи рассказала про направления, по которым можно подать заявки, и рассказала об особенностях конкурса этого года. В этот раз прием заявок будет длиться до 15 сентября. Для любого региона вообще, в частности, конечно, для Якутии, это очень тоже будет полезно, интересно, потому что у молодежи, у взрослого населения очень есть интересные, уникальные идеи, которые, конечно же, нужно уже дорабатывать в проекты, подавать на грантовые конкурсы и реализовывать их, чтобы действительно делать мир лучше, потому что социальный проект – это про людей, про их изменения, про положительные изменения в жизни. В свою очередь, президентский фонд природы проводит прием заявок на предоставление грантов на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2026 году. Претенденты могут принять участие в конкурсе по 5 номинациям. Принять участие в конкурсе может фактически каждый, потому что можно подать заявку как просто гражданин, как команда граждан, могут подать заявку особо охраняемой природной территории и некоммерческие организации, а также консорциум организаций. То есть фактически мы собрали, как президентский фонд природы, большое разнообразие тех, кто может к нам податься на конкурс. Свои силы в получении гранта решили попробовать волонтеры общественного движения «Якутия с тобой». Вот уже на протяжении 3 лет добровольцы помогают военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО.
За это время их силами были произведены одежда для бойцов, собраны адресные посылки и, конечно же, сплетены маскировочные сети. С получением гранта волонтеры смогут расширить ассортимент выпускаемой продукции. Нынче хотим послушать эти программы какие, и хотим участвовать в президентских грантах. И планируем после, мы ждем победу, будет победа за нами, конечно, и будем в дальнейшем шить адаптивные изделия для наших бойцов. Ежегодно количество поданных заявлений на соискание гранта растет. За все же время проведения конкурса от Росмолодежи было поддержано 3200 проектов. В свою очередь, Президентский фонд природы только за первый конкурс 2025 года поддержал 164 проекта. Отметим, второй сезон грантового конкурса Федерального агентства «Росмолодежь» проводится до 15 сентября. Прием заявлений на поддержку экологических проектов от Президентского фонда природы продлится до 30 сентября. Вероника Таюрская, Тимур Колмогоров, Артем Наговицын, Илья Сыромятников, Якутск. Отопительный сезон официально стартовал в Якутске. Городская ТЭЦ приступила к плановому подключению потребителей к системе центрального теплоснабжения в соответствии с распоряжением окружной администрации. Отмечу, что теплоэлектроцентраль полностью готова к началу отопительного сезона. Важное отличие наступившего от прошлого заключается в том, что в этом году одновременно тепло подают как в бюджетные учреждения, так и в жилые дома. Ранее теплоснабжение подавали в первую очередь в социальные объекты. Тепло поступит в сети по мере готовности потребителей при условии выполнения необходимых подготовительных работ, включая промывку систем отопления, проверку запорной арматуры, а также при своевременной подаче заявок от УК, ТСЖ и учреждений. На якутской птицефабрике открыли и ввели в работу вторую очередь реконструкции кормоцеха. Было обновлено не только здание, но и полностью модернизировано оборудование и автоматизированные системы. Подробности знает Тимур Колмогоров. Здание кормозаготовительного цеха было построено еще в 1988 году. За это время он не раз преображался и снабжался современным оборудованием и системами. Последнее обновление оснащения было в 2016 году. В связи с этим и с увеличением поголовья птиц почти в 2 раза было принято решение о модернизации здания. 1 миллион куриц в республике, 1 миллион с копейками. 600 тысяч и тут обеспечивается якутская птицефабрика. И мы производим порядка 175 миллионов яиц, из них 60% соответственно производит якутская птицефабрика. Реконструкция началась в 2023 году и шла в несколько этапов. Работы пошли по 2 основным направлениям: увеличение объемов хранимого сырья, продукции и модернизация производства. Так, в обновленном цехе были установлены дополнительные баки и новые производственные аппараты, усовершенствованные линии подачи корма, а обновленное автоматизированное оборудование позволяет следить за всеми процессами заготовки продукта. Здесь трудится в коллективе самого кормоцеха 14 человек. И это работа больших механизмов, автоматизированного оборудования, это компьютерные системы управления, это электрооборудование большой мощности. Кормоцех с обновленным оборудованием в час может произвести до 12 тонн комбикорма. За год же эта цифра достигает 27 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем было до реконструкции. Это еще один этап в достижении показателей указа главы республики Арсения Сергеевича Николаева о стратегических целях и развитиях агропромышленного сектора, развития местного производства. Вот сегодня прошлись абсолютно обновленная схема, новые сервера, новые линии, новые помещения, которые сегодня отвечают всем современным требованиям. К слову сказать, это оборудование является отечественным, российского производства города Екатеринбурга. И, конечно же, является гарантией качества и безопасности производственной линии птицефабрики. Цех уже начал свою деятельность, но работа по реконструкции продолжается. В дальнейшем для лучшего хранения большего количества сырья будет построен элеваторный комплекс, а прилегающие территории будут благоустроены. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск.
День языков народов России впервые отметили по всей стране. Мероприятие прошло и в Доме культуры имени Кулаковского. Торжество началось с произведения Расула Гамзатова в честь его дня рождения. На площадке арт-атриум представили национально-культурных объединений, зачитали стихотворения и спели песни на 11 языках. Но чтобы сохранить традиции и культуру, арт-студия создала подкасты произведений народного творчества. Праздник будет проводиться ежегодно и в дальнейшем расширять свою программу. Сегодня вот я стою рядом с Барнером. Вот есть у нас арт-студия «Дружба. Родной язык» называется. И мы здесь записываем подкасты различных произведений народного творчества тоже на своих языках. И вот с помощью Алисы, там, допустим, вот Алиса, включи, пожалуйста, да, «Мудрость предков». И оно будет говорить на якутском, на русском и, в основном тоже на языках коренных народов. Столица республики тем временем готовится к проведению оперно-балетного фестиваля. Государственный театр реализует проект совместно с Санкт-Петербургским отделением Российского творческого союза. Мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, представит зрителям известные оперы и балеты композиторов, включая «Щелкунчик», «Лебединое озеро». В программу фестиваля также включены гала-концерт, открытые лекции, мастер-классы от приглашенных деятелей искусства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а сам фестиваль пройдет с 17 по 31 октября в Якутске. Он носит не только, скажем, культурно-просветительский характер, но еще образовательную составляющую. И в рамках этого фестиваля у нас именитые гости, которые приглашены из Большого театра и из Мариинки, проведут мастер-классы для всех желающих. Для тех, кто имеет отношение, конечно, и к оперному пению, и к балетному искусству. Всегда это очень волнительно, и это связано со многими, сами понимаете, организационными хлопотами. И вот все эти вопросы мы сейчас будем выяснять на этом. В Ленском районе отметили профессиональный праздник тружеников нефтяной и газовой промышленности. Программа торжества была насыщенной. Организована выставка специализированной техники, спецодежды, провели мастер-классы, состоялся и праздничный концерт. Подробности в материале наших коллег. Демонстрационный показ специализированной техники предприятий нефтяной и газовой промышленности стал самой зрелищной частью праздника. Вниманию линчан были представлены новые модели отечественных транспортных средств, работающих на предприятиях «Газпром-Трансгаз Томск» и «Транснефть Восток». Автомобильный кран и пассажирские автобусы для перевозки персонала к удаленным кустовым площадкам. Грейдеры. Особое внимание посетителей привлек вездеход. Эксплуатируется в труднодоступных местах, где не пройдет КАМАЗ, никакая колесная машина. То есть по газопроводу «Сила Сибири» есть места, где не везде проедет КАМАЗ, и там я выполняю работу. Рассказываю детям, кто интересуется, подходят. Вот, всем интересно, конечно. Дети с интересом рассматривали технику. Представители предприятия с удовольствием рассказывали им о работе специализированного автомобиля. Разрешали посидеть за рулем и даже нажать на педаль и сигнал. Давай, тяни на себя рычаги. Педаль нажимай. За рулем очень много гаджетов. Руль необычный. Очень приятно наблюдать именно выставку техники специализированной. Интересные экспонаты, можно сказать, это по-музейному. Сегодня мы присутствуем здесь, я присутствую со своими внуками. Они уже успели побывать за рулем, за штурвалом вездехода. Поэтому настроение очень оптимистичное. Также жители города могли ознакомиться с рабочим инвентарем газовиков и нефтяников, которые представили специалисты историко-краеведческого музея. Меня там все заинтересовало, особенно когда увидел нефть, каплю нефти. Я нефть ни разу не видел почти так, так вот. Линчане с удовольствием отвечали на вопросы викторины, проходили квесты. Квест по нефтегазодобыче. У нас есть, детки отгадывают, с чего все начинается, то есть кто добывает карточки профессии. Потом мы добываем непосредственно нефть, взрываем черные шары. И добыча газа – это такой эксперимент. То есть там надо лопнуть шарик, и он надуется. То есть присутствует и магия, и детям очень нравится.
В этот день работников нефтяной и газовой промышленности поздравили и вручили заслуженные награды работникам предприятий, власти города и района. Ленский район вот уже много лет является важной частью нефтегазовой отрасли нашей страны. Но самой важной частью, я считаю, это люди. Люди, которые разведывали, добывали, сейчас осуществляют транспортировку нашей нефти. Да? На сегодняшний день в условиях непростой ситуации для нашей страны вы, как люди, да, обеспечиваете стабильную работу нашего государства, нашей республики и нашего района. Завершилось торжество праздничным концертом. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Осень, сезон ОРВИ простуд, но якутянам переживать не стоит. Эпидемиологическая ситуация в республике остается в норме, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кампания по вакцинации от гриппа традиционно стартовала в начале сентября. Препараты поступили в центральные районные больницы и поликлиники столицы. С начала прививочного сезона вакцину в республике получили уже больше 39 тысяч человек. Акцент будет сделан на группы риска. Мы, как всегда, знаем, что это работники образования, медицинские работники, все школьники, студенты, значит, лица старше 60 лет, все профессиональные группы риска, у которых широкий круг общения, а также лица, которые имеют какую-либо хроническую патологию, связанную с сердцем, с эндокринной системой, с легочной системой. То есть это все те группы риска, которые при возникновении эпидемии гриппа дают наибольшее число осложнений и нежелательных исходов. Поэтому вот эти лица в первую очередь должны прививаться. В минувшие выходные в столице Алмазного края прошли военно-спортивные игры «Зорница», собравшие молодежь района. Это мероприятие стало настоящим праздником для участников, которые проявили свои физические и интеллектуальные способности в различных испытаниях. Подробности далее. Соревнования военно-спортивной игры «Зорница» состояли из 6 этапов, каждый из которых был направлен на развитие военно-патриотических навыков и командного духа. Немножко поменялось. Прошлый год была тактическая стрельба в здании, а в этом году отрабатывалась уже по окопам. Остальные этапы, в зависимости от ландшафта, распределили. В игре участники продемонстрировали свои знания о военной истории России, отвечая на вопросы и участвуя в викторинах. Команды соревновались в быстроте и точности сборки и разборки автомата Калашникова, учились основам защиты от химических угроз, попробовали свои силы в стрельбе, выполняли различные тактические задачи. Самое сложное это было задание «Бабочка». Там, то есть 2 каната вот так вот, и надо карабином вот так вот идти. А я очень сильно боюсь высоты, и мне немножко не хватает сил рук. Хоть мы, не знаю, не прям лучше всех справились, просто у нас типа сплоченность более появилась. Ну и новые знакомства, опыт, физическая активность, все вот такое вот. Цели и задачи военно-спортивных игр «Зорница» заключались в совершенствовании военно-патриотического воспитания молодежи, формировании сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, а также развитии практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. Кроме того, мероприятия направлены на пропаганду и популяризацию среди молодежи здорового образа жизни. Сложным то, что на маятнике бабочка, получается, вот 2 нити натянутых посередине карабина. Вот кто-то быстро справился, кто-то у нас были все команды помогали и справились. Командная работа сделала свое дело. Игра «Зорница» стала не только площадкой для соревнований, но и важным событием, способствующим сплочению молодежи и формированию патриотического сознания. Участники покинули мероприятие с новыми знаниями, навыками и положительными эмоциями. А организаторы уже начали планировать следующие игры, чтобы продолжить эту важную традицию. Анна Васильева, Мирный. «Мозг. Традиция. Мечта». Так называется новый документальный фильм, героями которого стали якутяне. Петербургский режиссер Мила Кудряшова сняла картину, в которой попытались исследовать влияние современных технологий на традиции народа Саха. Премьера ленты состоялась в Москве, в Малом зале театра Российской академии. На показе побывал мой коллега Максим Кардозу. Фильм «Мозг. Традиция. Мечта» – это альманах. Он состоит из 3 новелл. Основная идея картины – это синергия науки будущего и традиционной культуры народа Саха. Все герои – это якутяне, занимающиеся творчеством. Автор либретто для балета, певица и скульптор.
Они сталкиваются с обстоятельствами, в которых их привязанность к корням должна выдержать проверку на прочность. Мила Кудряшова проекта Я сам хотел снять документальный проект, и как раз Мила Кудряшова предложила мне поучаствовать в качестве героя в своем фильме, показать мои работы, показать культуру народа Саха. Эта идея мне понравилась, и так получилось, что я стал частью этого проекта. В ходе фильма эксперты пытаются понять, как влияет природа и окружение на людей. Например, авторы задаются вопросом, может ли блеск алмазов воздействовать на человека и отразиться в его поведении или мировоззрении. Нам всем нравятся определенные мечты, фантазии. Когда мы смотрим на алмазы, у нас не столько блеск влияет, сколько представление об уникальности данного камня. И также легенды, которые с ним связаны, особое отношение у людей к этому камню. Это все вместе завораживает. А блеск просто, наверное, усиливает этот эффект. Режиссер Мила Кудряшова – лауреат многих престижных кинопремий. Сама она родом из Санкт-Петербурга, но с якутянами сотрудничает не в первый раз. Ее вдохновляет приверженность народа Саха своим традициям. Я уже работаю с якутской группой. Мало того, что я еще являюсь студентом якутским. То есть я уже не представляю своей творческой какой-то стези жизни без якутского языка, потому что у меня все якутоговорящие. И мне даже подарил замечательный солист оперы и балета Александр Ебельянов букварь на якутском языке. Они все хотят, чтобы я научилась говорить на якутском. Работа над фильмом шла 1,5 года. Действие происходит в научных и культурных центрах разных городов страны. Якутяне смогут увидеть картину уже в конце сентября во время большой презентации. А чуть позже документальную ленту покажут в эфире НВК «Саха». Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи.